свою последнюю работу «Чулпан» посвятил тебе. «Если бы ты знала, как я хочу прочитать тебе эту пьесу». Это строки из письма драматурга Шарифа Хусаинова к своей любимой. По образованию Шариф Нургалиевич был врачом. В 1953 году он окончил Казанский медицинский институт, а затем учился на высших литературных курсах при Союзе писателей СССР. Как драматург Шариф Хусаинов дебютировал в 1952 с комедией «Зять профессора». Впоследствии это и другие его произведения ставились в театрах Татарстана, Башкирии, Дагестана, Узбекистана. В татарской драматургии есть огромная проблема с пьесами, потому что пьес хороших не так много, а и те, которые хорошие, в основном они уже все поставлены. Поэтому найти такого автора, как Шариф Хусаинов, это для режиссера это прям находка. Причем еще найти пьесу, которая не ставилась. Но это не совсем пьеса, это киносценарий. В Татарском государственном театре драмы и комедии имени Карима Тинчурина премьера. Спектакль «Чулпан» в постановке Резиды Гариповой – история о первой любви и о том, что вторые никогда не станут первыми, но вполне могут стать лучшими. Действие происходит в 60-х годах 20 века, но в каждом из героев можно узнать наших современников. У этого произведения нет возраста, потому что все мы люди пережили свое время, вот эту первую искреннюю любовь. Резида Гарипова еще и автор музыки к спектаклю. Называть себя громким словом композитора она не хочет. По ее мнению, понятия музыка и любовь неразрывны. То есть спектакль называется «Чулпан. Мелодия любви». Если по-татарски, то «Махаббат Турандажир». Если дословно, то «Песня о любви». Вот для меня почему-то вот этот спектакль, он такой мелодия о любви. Да, и поэтому вот эти две составляющие мелодии и любовь. Вообще, есть такая фраза очень интересная. Говорят, что человеческое сердце – это такой музыкальный инструмент. И когда человек влюбляется, он издает какую-то музыку. И у каждого эта музыка своя. И вот у меня в этом спектакле у каждого героя у него своя музыка, и по-своему играет его сердце. Прекрасная юная Чулпан влюблена в амбициозного Вильдана. Карьера для него на первом месте, а потому чувства девушки остаются неразделенными. Пока одни поднимаются вверх по карьерной лестнице, другие добром и заботой стремятся согреть разбитое кем-то сердце. Ильдар с первой же встречи решил, что им с Чулпан суждено быть вместе. Зульфат Закиров в роли Ильдара попробовал понять, каково же это – быть идеальным. Он всячески именно своей добротой, своим теплом пытается ей искренне доказать свою любовь к ней. И тем самым он ее, я бы не скажу то, что добивается, он достигает своей цели. Героиня Резиды Саляховой Чулпан живет любовью. Простое человеческое чувство Резида воплощает на сцене не впервые. Отрицательного героя и характерного героя можно ярче сыграть, можно какие-то придумать приколы, я не знаю, можно кучу всего придумать. А вот из правильного человека там уже ничего не сделаешь, то есть он правильный. И это намного сложнее. А когда в твоем репертуаре их несколько, например, Сервер, Офелия, они почти одинаковые, но благодаря режиссерам мы находим какие-то разные стороны этих героинь. Артем Пискунов, с огромной радостью переходящий в восторг, воспринял идею сыграть роль Вильдана, первого по-настоящему отрицательного персонажа в его творческой биографии. Да, конечно, бывают такие люди, да, они мне даже нравятся, я скажу. Если бы не они, что бы мы играли вообще? Должны быть отрицательные роли в театре. Он, естественно, эгоист. Он самовлюбленный человек, достигший, в принципе, всего, чего он хочет. Есть маленький минус, он хочет вернуть свою любовь. Хочет вернуть свое прошлое даже, я мог так сказать. Но уже времена прошли, уже молодость прошла, вот эти отрицательные черты, они уже ярко выражены.
и он начинает заставлять себя любить, ну, никого уже не заставишь. А вот режиссер спектакля не делит героев на положительных и отрицательных. С одной стороны, это помогает не выбирать любимчиков, а с другой — отражает реальность. Я не могу даже обвинить кого-то из этих героев, что вот там кто-то разрушил, или какое-то счастье, или кто-то там что-то не смог сделать, или наоборот сделал. Вот у меня нет каких-то таких персонажей, которых я не люблю. Вот. Они все настолько как бы реалистичные, вот. И каждого из них я по-своему понимаю. Те, кто уже видел спектакль, говорят, что, несмотря на простоту сюжета, он притягателен своей реалистичностью. Переживания первой любви так или иначе знакомы каждому из нас. Это очень важно все-таки достучаться до зрителя, донести ему мысль. И главное, чтобы он, уходя с нашего спектакля, с зала, с нашего театра, уходил все равно с мыслью пережитого вместе с нами. Есть в театральном искусстве такой термин – темпоритм. Его нельзя увидеть, услышать или потрогать, но можно почувствовать. Он входит в резонанс с нашим внутренним ритмом, и амплитуда движения души все возрастает. Такие вот неумолимые законы физики творчества. 16 октября спектакль «Чулпан» вновь на сцене Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина.